Когда негативный информационный шум поглощает нас 24/7, неплохо бы отвлечься на новости куда более приземленные. Тува славится не только бесстрашными воинами, талантливыми людьми с мира искусства, но и крепкими спортсменами, которые, чтя традиции, двигаются только вперед и ни шагу назад. Очередная порция спортивных событий, успехов и героев. Поехали! Недавно спорткомплексе Зубэдэй барумцы провели республиканский турнир по национальной борьбе. Борцы со всех уголков нашего родного края в очередной раз выясняли, кто же сильнее, проворнее, техничнее. Пропагандировать здоровый образ жизни, развивать национальную борьбу, выявлять и повышать мастерство отличившихся борцов – таковы традиционные задачи проводимых не первый год турниров. А сама задумка среди районов поочередно вести подобные игры тянется с конца нулевых годов. Денежные призы с 4 нулями, сертификаты, спонсоры и поддержка болельщиков дает внушительное количество участников этого турнира. На этот раз их было 214. Аян Сая, организатор, зампредседателя администрации района, обладатель титула Начиннуге, относится к месячным турнирам философски. В целом, Тувинский Хуреш является одним из 3 традиционных мужских игрищ наряду с конными скачками и стрельбой из лука. Считаем и верим, что нужно проводить соревнования по ним, поскольку игры символизируют мужское начало, поднимают боевой дух тувинцев и, конечно, это почитание традиций. Так, в весовой категории до 85 кг победитель стал Аржан Андар из Судхоля. Второе место за молодым Начиннуге Шалбачи Мангуш, а призером соревнований среди сильнейших борцов стал Начиннуге Барунхемчикского Кожуна Начин Хомушку. На втором месте Арзлангнуге Республики Айдын Мангуш. Обладателем бронзы стал Чаннуге Сайнбелек Тулюш, который в полуфинале поборол Хуэре Тулюш из Улухема. Впрочем, в наших краях любят не только бороться, но и махать кулаками и ногами. Базовые борцы, отточившие технику на, возможно, уличных боях, с видной регулярностью тянут домой трофеи с российских бойцовских промоушенов. Top Dog Fight Club – первый на территории Восточной Европы промоушен боев на голых кулаках. Знакомьтесь, Аянчи Байрол, АК Шаман. Это он зажигает сейчас на кадрах сочинскую публику и готовый зарубиться со своим титулованным соперником Хайлайтом. Пока ринг-анонсер объявляет бойцов, сообщу, что в ноябре прошлого года случилось одно из самых значимых событий для всех поклонников ударных единоборств. Кулачные бои официально признаны спортивной дисциплиной Минспорта России. Рефери дал отмашку, и ребята без лишней разведки пошли в бой. Соперник Аяна, видимо, привык работать вторым номером, контратакуя, но наш парень привык только напирать, с желанием поскорее закончить бой. Постоянное давление со стороны тувинской махины не дал Хайлайту никаких шансов, и как следствие Аян Шаман становится победителем поединка единогласным решением судей. Юридический закреп кулачных боев дал многим возможность выпустить своего внутреннего зверя, чтобы выйти на круг, ограниченный прессованным сеном, где разрешены удары плечом, в клинче, также открытыми ладонями, называемые чапалах, и где перед тобой стоит такой же отчаянный соперник. Тут нужно иметь каменные текстикулы. А этого парня вы наверняка где-то видели. Тумер Андар, он же Тува Хуреш, хотя его новый псевдоним «Тувинский гангстер», как по мне, идеально олицетворяет ментальность этого бойца. Жесткий на октагоне и веселый и открытый вне его. Андар начинал свой боевой путь как уличный боец на московском чемпионате «Стрелка», где сразу завоевал любовь публики. Еще бы, лицо скуластое, фигура коренастая, бесстрашный как тигр, настоящий тувинец. Тот же Сочи, 14 октября, Тумер Андар выходит на бой против лучшего грэплера и чемпиона Кыргызстана по бразильскому джиу-джитсу Адилета Ашимова в рамках промоушена
АМС 114 сезона. Во владении тувинского гангстера вольная борьба и бокс. Кыргызский боец, как и все БЖЖшники, любит падать пятой точкой на октагон и зазывать соперника на землю. Такая техника отнимает очень много сил у неподготовленных панчеров. К тому же могут прилетать неприятные обкики. Но наш боец говорит: не вопрос, иди сюда. И надо идти, потому что тувинские бомбы могут прилететь и на земле, и в стойке. Заняв позицию сверху, Андар принимает правила игры, методично нанося удары своему сопернику. Все 3 раунда Тумер выглядел убедительно Адилета и заслуженно большинством голосов судей одерживает победу. Вот так в октябре резиденты Кызылского бойцовского клуба Red Eagles дважды выходят победителями в сочинских турнирах. Поздравляем! Перехожу к анонсам и победам наших спортсменов. Тумер! Тувинский гангстер! Андар! Россия! Республика Тыва! С 16 по 18 декабря в Агдоураке пройдет первенство республики по смешанному боевому единоборству ММА среди юношей 14-15 лет, 16-17 лет и юниоров 18-20 лет. Заявку на участие в первенстве можно подать по ссылке, которая закреплена в группе ВКонтакте Федерация ММА Республики Тыва. 21 и 22 октября текущего года в городе Томске проводился межрегиональный турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет, а также среди мальчиков и девочек до 13 лет на призы «Газпрома». На турнире приняли участие 460 спортсменов из регионов Сибири. Туву представляли 14 воспитанников спортивной школы «Олимп», 6 воспитанников ЦСКА Тыва, а также 5 дзюдоистов из клуба «Кага». Итог: у нас 2 золота, 2 серебра и 2 бронзы. На этом пока все. К следующему выпуску готовлю интервью с Тумером Андаром, так что не пропустите. Будет много разговоров про спорт, за жизнь и спортивную жизнь. Обзор на недавние спортивные ивенты готовил РС Мангуш, монтаж Айден Кулер. Услышимся!